Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Заседание Госсовета в новом формате намечено на сегодня. Глава Якутии Айсен Николаев впервые примет участие в мероприятии. Начать свое дело даже при отсутствии денег вполне реально. Подробности у наших коллег из Нерюнгри. Деликатесное блюдо для лучших мировых ресторанов. Какую рыбу для строганины чаще всего покупают в Ленске? Для столичных школьников с 1 по 5 класс объявлен сегодня актированный день. По данным синоптиков, на 6 утра по местному времени температура воздуха в Якутске составила минус 45 градусов. Таким образом, для младшеклассников организуют дистанционное обучение. Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сегодня обсудит национальные цели развития до 2030 года. Это будет первая встреча Госсовета в обновленном составе и формате. Напомним, после внесения изменений в основной закон страны Государственный совет получил статус конституционного органа власти. Глава Якутии Айсен Николаев также вошел в обновленный состав Госсовета. Национальные цели до 30 года – это новые ориентиры развития страны, определенные указом президента в июле этого года. На мероприятии планируется также рассмотреть показатели для оценки эффективности работы высших должностных лиц. ПАО «Сургутнефтегаз» выполнила все производственные показатели в текущем году. Об этом объявлено на совещании у главы Якутии по рассмотрению предварительных итогов деятельности компании. В настоящее время на территории Якутии «Сургутнефтегаз» разрабатывает более 20 участков недр в 5 районах. По информации заместителя гендиректора Александра Аглы, по итогам года компания планирует добыть в регионе порядка 10 миллионов тонн нефти. Айсен Николаев отметил, что «Сургутнефтегаз» с точки зрения производственных показателей, влияния на социально-экономическое развитие и поступление в налоговую систему республики является важнейшим предприятием. Он также выразил уверенность, что в дальнейшем все планы компании по укреплению экономики региона, освоению новых месторождений, а также трудоустройству местных кадров обязательно будут выполнены. Тем временем в Тикси запустили ветродизельный комплекс. Это международный совместный проект Русгидро, японского правительственного агентства и руководства Якутии. Новый ветродизельный комплекс запустили с помощью телемоста, который объединил Якутск, Тикси, Токио и Москву. Ветродизельный комплекс готов к пуску. Уважаемый Виктор Викторович, разрешите пуск ветродизельного комплекса? Разрешаем. Ветродизельный комплекс готов к запуску. Сообщается, что новый объект значительно повысит надежность энергоснабжения изолированного арктического поселка Тикси с населением почти 5000 человек. Его плановая годовая выработка более 12 миллионов киловатт в час. При этом экономия дизельного топлива составит до 500 тонн в год. А современные дизель-генераторные установки могут работать не только на дизельном топливе, но и на более дешевой сырой нефти, что также позволит снизить себестоимость выработки электроэнергии. Это уникальный проект не только для Якутии, но и для всей России. Уникальный проект российско-японского сотрудничества, когда технологии японские вместе с мощностями нашего российского Русгидро, Якутскэнерго, Сахаэнерго при поддержке правительства Республики Саха-Якутия позволили в Тикси реализовать уникальнейший проект ветродизельной уникальной установки, абсолютно экологически современной, отвечающей всем самым жестким требованиям природоохранного законодательства и, конечно же, очень экономичной. Уже вот сегодня озвучено, что благодаря этому ветродизельная электростанция будет экономить порядка 500 тонн дизельного топлива в Тикси. Мы все прекрасно знаем, насколько сложная схема у нас доставки топлива в северные районы, в Арктику. И, конечно же, экономия вот этих 500 тонн, она очень и очень важна.
Конечно же, этот проект результат многолетней работы и результат хорошего сотрудничества в целом между Якутией и Японией. Уже не один проект реализован совместно якутскими и японскими компаниями. Уверен, что они в дальнейшем будут продолжаться, потому что, конечно же, российско-японское сотрудничество глобальное, оно состоит из таких межрегиональных проектов, и в проектах межрегиональных и наша республика является как раз в отношениях с Японией одним из безусловных лидеров. Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей. Правила направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных и массовых заболеваний, уточняется в документе. Так, расстояние от детских садов и школ до жилых зданий должно быть не более 500 метров, в условиях стесненной городской застройки до 800 метров, для сельской местности до 1 километра. При этом, если расстояние больше, то должен быть организован транспорт. Работники образовательных организаций должны проходить медицинские осмотры, вакцинироваться согласно национальному календарю прививок, иметь личную медкнижку. При нахождении детей в образовательных организациях более 4 часов должно быть обеспечено горячее питание. Дистанционное оформление пенсий и пособий продлят до конца следующего года. Напомню, такой порядок ввели в апреле из-за пандемии. В документе уточняется, что упрощенное назначение выплат распространят и на граждан, которые выехали на постоянное жительство за пределы России. Если нововведение окажется эффективным, его могут закрепить на постоянной основе. Начать свое дело даже при отсутствии денег вполне реально. Помощь в данном вопросе можно получить со стороны государства. Так, период самоизоляции для активных нерюнгринцев не стал помехой, чтобы открыть собственное дело. Подробнее в сюжете Екатерины Павловой. В период пандемии Ирина Щербакова потеряла работу и встала на учет в Центр занятости. Здесь женщина узнала о возможности открыть свое дело. В рамках госпрограммы содействия занятости населения безработному гражданину на организацию предпринимательской деятельности предоставляется единовременная финансовая помощь в размере 152 тысяч рублей. Средства выделяются решением межведомственной комиссии. Будущий предприниматель обязан в течение 2 месяцев официально оформить свой бизнес и потратить выделенные деньги на реализацию своего бизнес-плана. Никаких сбережений на черный день у меня не было. У меня 2 детей, поэтому это просто невозможно. И поэтому вот на все эти денежные средства, выделенные Центром занятости, я закупила необходимые материалы, оборудование. Сегодня хобби Ирины, которым она занимается почти всю жизнь, может стать ее основным доходом. Это семейная мастерская. Дочь помогает маме в шитье, сын вырезает фигурки, фурнитуру на лобзике. Сегодня Ирина мечтает начать пошив сценических костюмов с их реализацией и хочет обучать детей, но для этого ей нужно расширяться, закупать оборудование и расходные материалы. А даже придумывать не надо, это все само в голове. Это просто вот сейчас есть возможность реализовать. Это может быть миллионная часть того, что у меня в голове. У меня там много-много всего. Ксения Кондакова решила организовать кафе-столовую с доставкой готовых блюд по адресу, организацией и проведением кафе на выезд. С материальной помощью по госпрограмме и собственным капиталом это стало возможным. И кафе работает 2-й месяц. В свое заведение Ксения приобрела новое оборудование, посуду, сделала ремонт. Сложности только были в том, что закуп, найти хороших поваров, чтобы вкусно готовили, как говорится. А так, вроде бы как все получается. Сейчас уже втянулась. Мне нравится работать, мне нравится обслуживать, мне нравится, что у меня клиенты все довольны, уходят и в дальнейшем планирую дальше работать и процветать. За 12 лет реализации программы в Нерюнгринском районе получили консультационную услугу свыше 5000 человек. Открыли предпринимательскую деятельность при содействии службы занятости 365 безработных граждан, более половины из них – женщины. В настоящее время осуществляют деятельность 176 предпринимателей, то есть около половины смогли закрепиться и развивают свой бизнес. В текущем году при содействии службы занятости населения организовали предпринимательскую деятельность, получили финансовую помощь 12 безработных граждан. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Якутская строганина может стать одним из деликатесных блюд в лучших мировых ресторанах. Журнал Men's Health в конце прошлого года составил список 30 предельно простых и вкусных блюд. Якутская строганина уступила только китайскому супу из акульих плавников. Какую рыбу для строганины чаще всего покупают линчане, узнавала Ксения Журавлева.
Героиня нашей сегодняшней истории – рыба, но не простая, а замороженная. Прожив всю свою жизнь в Якутии, я просто не могу не рассказать об одном из самых известных якутских деликатесов. Правда, такой деликатес предпочитают не только в Якутии, но и в других северных республиках. Люди, что живут за их пределами, частенько считают, любая замороженная рыба и есть та самая строганина. Но это совсем не так. Не каждый вид рыбы может стать национальным деликатесом. А на строганину берут обычно вот чир берут. Это вот такая. Это подлетка. На строганину это она жирная. И берут еще на это муксуна. Откуда возите рыбу? Мы с Якутска возим, девушка. Эти до Якутска и с севера, с Чокурдака. На строганину идет только не уснувшая в сетях рыба. После того, как рыбаки извлекают добычу из лунки, ударяют ее головой об лед. В Якутии любителей подледной рыбалки хватает. В Ленске очень много рыболовов, зимников, которые зимой рыбачат. Очень много. Эта рыбалка, я считаю, что она отличается от летней чем? Тем, что люди, которые рыбачат зимой, они более мужественные, настойчивые, азартные. И их не пугает ни мороз, ни ветер, ничего не пугает. Поэтому, кого я знаю, рыбаков, которые, я считаю, сильных рыбаков, у них у всех палаточки. Без дна специальная палаточка, у нас они есть в продаже. И они в этой палаточке закрываются, бурят дырочку, у каждого каминчики есть, и рыбачат, сидят. Не у всех есть возможность, а зачастую и желание отправиться зимой на рыбалку. Идут путем легче, покупают. Но на городских рынках, к сожалению, рыбу могут подсунуть и не свежую. Иногда даже жабры мажут говяжьей кровью. Своего рода имитация. Отличить снулую рыбу от хорошей, годной для приготовления, нетрудно. Когда рыба бьется об лед, из ее жабр выступает кровь. Чешуя у такой рыбы розовая, а глазки замерзают белыми точками. Большинство жителей европейской части России никогда не ели строганину и даже не знают, что это такое. Замороженная рыба настолько плотно стала ассоциироваться с Якутией, что ни один республиканский праздник охотников не обходится без этапа, где участники соревнуются, кто быстрее и тоньше нарежет рыбу. Строганина обычно подается как первое или отдельное блюдо. Не так давно она стала подаваться как закуска к горячительным напиткам. Вкус замороженной рыбы особенный. В нем есть что-то притягательное и естественное, особенно в сочетании с солью и перцем. Ксения Журавлева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». К этому часу это все новости. Берегите себя и своих близких. Не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.